Привет, друзья! Вы на канале Live Sport KZ, и сегодня мы поговорим о проходящих в столице Японии, городе Токио, летних Олимпийских играх. В соревнованиях по боксу выступало два казахстанца, бились они за выход в полуфинал турнира. Капитан команды Камшибек Кунхабаев выиграл у своего российского противника, ну а Абильхан Аманкул уступил в поединке против бразильского противника и тем самым завершил свои выступления на Олимпийских играх. В весе до 75 килограммов мы также, впрочем, как и в категориях до 69 килограмм, до 91 килограмма, да и в других весах, где наши боксеры уступили, надеялись, что они приедут на родину с наградами. К сожалению, этого не случилось, но это, друзья, спорт, большой спорт ошибок не прощает, и мы обратились к мнению прославленного казахстанского боксера, олимпийского чемпиона Бахыта Сарсекбаева, который выскажет нам сейчас свою компетентную точку зрения по поводу проигрыша Абильхана Аманкула и прохождения в полуфинальную стадию Камшибека Кунхабаева. Поехали, друзья! Мы все время на протяжении того с тобой, да, долгого времени как бы беседуем, общаемся, комментируем эти все вещи, да. Я вот как и говорил, то что вот эти вот ошибки, они как бы создают вот эти такие вот непростительные моменты. Это вот, если честно сказать, вот сегодня Абильхан Аманкул должен был показать себя как боец, как истинный, то, что за него всегда, как говорится, говорили люди, я это знаю сам. Вот, потому что в этом весе, ты знаешь, очень серьезная конкуренция была у нас. Вот, был такой, получается, Кулахметов Турсунбай, да, который создавал и был призером мира в Екатеринбурге, и почему-то вот в 2019 году. И я вот сегодня слышу, что комментаторы говорят, что у Аманкула была, как бы, у него рука травмирована. Это проблема не руки, это проблема плеча. Почему? Это как бы вот эта вот травма, она дала себе знать сейчас вот на Олимпийских играх, на ответственных соревнованиях. Естественно, это, видишь, говорит о том, что Олимпиада ошибок не прощает. Понимаешь? И то, что повезли Аманкула на эти отборочные, там, когда за лицензии, в этом весе могли повезти и Кулахметова. Понимаешь? И Кулахметов мог бы что-то. Он не травмированный был. Я не знаю, зачем это. У Кулахметова это еще проблема возникла. Если мне память не изменяет, это в 2019 году уже рука у него. Операцию там провели. Я просто сделал определенный, вообще, взял статистику за 2020 год. А Аманкул вообще нигде не выступал. Он только взял лицензию и после этого нигде не выступал. Ни на каких играх, ни на каких. В Санкт-Петербурге он снялся из-под Бакши. Поехал на этот международный турнир, он снялся там в финале из-под Бакши. Все, а больших у него турниров не было. Чтобы сказать, он там загнанный, и еще что-то. Просто сегодня, на данный момент, вот эта травма, она и сказалась. Понимаешь? И я не знаю, почему тренерский штаб вот это все как бы не видел или закрывал на это глаза. Для чего? Для того, чтобы повестить человека просто, чтобы он проехался. Мы же понимали, что у человека серьезная травма, что он никогда не завоюет, получается, ни призовое, никакое место. Существует это не простая травма, а травма плеча, на которую сделали операцию человеку. Это никому не секрет. Просто ничего не увидел. Почему? Потому что не мог, как говорится, не пристроиться. Если с узбекским боксером он как-то мог, там, пристроился там, после второго раунда, да, а здесь он вообще никак себя не проявил. Он не мог даже подобраться к нему. Только начинает, он его ломает просто атаку. И что интересно, наши боксеры, они все время хотят почему-то со стандартной ситуации бить. Со стандартной ситуации никто не дает бить. Надо биться нестандартных ситуаций. А они хотят со стандартной. Вот стать стоечку, чтобы стоял человек. И что интересно, никто не смещается ни вправо, ни влево. Пробили там двоечку и там же остались. И в ответ же 3 получили. Сколько бьем, столько же пропускаем. Или сколько бьем, 3 бьем, 4 получаем в ответ. Это неправильно. Здесь полностью надо
Я не знаю, как бы, или как-то вот это вот все поменять, или как-то, ну, просто слов нету. Это как можно настолько вот это все вот просто бездарно просто пробоксировать. Вот и все. Несмотря это не, я не смотрю там судебные, то, что там записки там 3-2 дают, это вообще не, здесь не касается ничего. Это по бою видно, что ну, бразилец на голову выше его. Имеется в виду в мастерстве. Не в росте. В росте само собой. Вот. Просто стоящий боксер, который не может бить нестандартной ситуации. Просто идет напрямую и там же остается. На ногах. Когда ты на две ноги стоишь на плоских ногах, ты никогда у тебя острых ног не будет. Ты не сможешь не уйти ни вправо, ни влево, ни в сторону, никуда. Ты также останешься стоять на двух ногах, как стоял. Что я вижу и какая ситуация была, я вот могу про это сказать. Потому что были действительно в этом весе серьезные, как говорится, люди, боксеры, да, которые могли действительно реально сегодня завоевать медаль. Но каково мы, как говорится, свои принципы, получается, выше ставим, чем государственные, тогда я не знаю, о чем говорить вообще. Я до этого, когда тебе давал интервью, я тебе сказал, что Конхабаев его выиграет. Ты знаешь, да, мое мнение? Потому что я посмотрел его, до этого он предыдущий бой россиянин боксировал там, он никакой. Ну, для, как говорится, Конхабаева это было хороший, как бы, такой соперник, в принципе, проходящий, что вкатиться в олимпийскую, как бы, колею. Вот. И он сегодня, в принципе, отбоксировал неплохо, получше, чем, если честно, даже первый бой. Ну, видно, что начинает от боя к бою потихоньку наращивать. Вот. Ну, естественно, опять же, третий раунд, конечно, картинку начинает смазывать. Вот эти, пропускать какие-то непонятные плюхи. Зачем они ему нужны, только не могу понять. В тяжах, тем более, каждый удар это называется самый, там, можно точку поставить, да, если четко попадет. Зачем такой риск, непонятно. Поэтому надо как-то это все аккумулировать и, наверное, общаться как-то психологически, тренерам надо к нему подходить как-то, или какой-то надо психологический момент найти, как-то настрой какой-то дать. Ну, видно, что как бы соперник сейчас-то не очень прям такой был, чтобы сказать там, ну мы же все понимаем, уровень Конхабаева и уровень российского боксера, да, это две разные вещи. Но, тем не менее, такие удары-то никто не пропускает, зачем? Ну, там представитель США, видно, что он прущий, дышащий парень, не дает себе, как бы, тоже много не думая, там, чтобы там подойти, как-то пристроиться или как-то. Он просто бьет, идет, наносит удары, несет свою, как бы, тот бокс, который он умеет делать сейчас на данный момент. Вот. В дальнейшем, может, мы его увидим в профессионалах, в принципе, неплохой материал для работы. Но видно, что он молодой парень, еще не так хорошо, как бы, оснащен, там такой, мало, как бы, у него практики, видно в любительском боксе. Может, у него в профессиональном боксе, может, там он уже и боксирует, может быть. Но в любительском боксе видно, что он... Ну, я вам хочу сказать, что тоже бой будет непростой. Потому что человек, который дышит, третий раунд дышит, видно, что идет, бьет, несет какие-то свои удары, которые, ну, делает то, что на данный момент он может делать. Естественно, Ханшибек должен это все взять, свои инициативы и начинать показывать уже. Уже пора проснуться. Ребята, вы уже за медали боксируете для страны. Да, за медали боксируете, вы же не за что-то там. Страна вас оценивать будет. И, как говорится, в денежном эквиваленте и в таком эквиваленте, да. Ну, надо же отбоксировать достойно, чтобы завтра, как говорится, смотреть нормально это было в глаза. Чтобы вот этих не было там никаких. Потом не говорили, там зажали, еще что-то. Надо самому это каждый бой, каждый уже, как бы, тоже его соперник будет настраиваться на него тоже. Не просто так, а будет конкретно настраиваться. Потому что знает, уже манеру знает его бокса. Сегодня увидел, что он уже, как бы, ну, тоже в третьем раунде уже начал подсдавать. Это тоже, как бы, сигнал нашим ребятам. А это конкретно вот Ханшибеку.
Надо чуть-чуть, наоборот, наращивать, не показывать что-то. И даже если ты устал, ты не должен хотя бы там подвигаться, там, где-то что-то, какие-то там маневры поделать. Это, ну, а так плюхи пропускать в третьем раунде, это вообще недостойно, я считаю. Не надо смазывать картинку. Это все наблюдают, все просматривают, все работают. И там тоже все работают, все тренера работают. Каждый бой рассматривается, всех соперников рассматривать, как, что боксировать. Поэтому должен как бы тренерский штаб очень сильно подвести Конхабаева для того, чтобы к бою, чтобы он за медали-то боксировать-то. Все вот эти вот прошли там вот эти вот проходящие-то бои. Что у сборной Узбекистана есть шанс, что у наших есть шанс. Поэтому здесь говорить о чем-то, что сейчас кто-то как-то что-то, вот, я не могу, потому что я не знаю завтра какая-то ситуация, там, может травма, может еще что-то. Ну, всякое будет, это бокс, ринг. Видите, там много чего сегодня решал. Вот я сегодня тоже смотрел по боям, там, как бы, тоже интересно. Вот, и судейство тоже интересно было. Где-то я как бы с мнением судейства соглашался, где-то. Ну, это я про сегодняшний бой делал анализы. Где-то как бы нужно было посмотреть и как бы с другой стороны. Ну, все равно анализирует каждый боксирует, каждая страна анализирует, имеется в виду, каждая команда анализирует, каждый спортсмен сам тоже анализ делает свой. Работать надо, не просто вы туда приехали за наградами, вы же не приехали просто прокатиться. Надо настроиться ребятам хорошо и, как говорится, показать хороший бокс. Надо боксировать, просто выходить боксировать, не надо там выходить для того, чтобы нокаутировать кого-то. Надо просто выходить боксировать. А это, отбоксировать, это большое дело. Все. Делайте то, что вы можете сделать сейчас на данный момент. Все уже как бы, как говорят, на переправе коней не меняют уже. Все уже прошло как бы это все. Проходящие вот эти все там бои определенные. Уже вы за медали боксируете. Статус страны поднимаете. Ну, какой-то вот настрой патриотический должен быть, наверное. Не знаю, в этом роде как бы.